былай облыстың әкімі, мен Қазақстан өкімет басшысының орынбасарымын. Фамилиям Сапарбаев. Кешеден бері осында сіздерде біз жұмыс істеп жатырмыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмасы бар. Осы жерде тәртіп орнату, тиісшілік жасау. Енді кеше түні бойы осында болдық, барлығы тиіс. Сондықтан мынау қайтқандарыңыз дұрыс. Елге қайту керек. Енді барлығы тиіс болады, барлығы дұрыс болады. Бүгін де біз осында жұмыс істейміз, ертеңде жұмыс болады. Осы жерде барлық мынау полицияның қызметкерлері барлығын қалпына келтіреміз. Кім кінәлі, барлығын анықтаймыз, олардың бәрін жауапқа тартамыз. Сондықтан біздің сіздерден сұрайтынымыз ол қайту керек. Балдармен үйге бару керек, балдар мектепке бару керек. Өздеріңіз ары қарай осы жерде тіршіліктерін жасауларыңыз керек. Солай ма? Вы поняли? У вас все, я заместитель премьер-министра нашей республики, специально по поручению президента Қасым-Жомарта Тоқаева приехала большая комиссия из числа заместителей министров внутренних дел, Комитета национальной безопасности, генерального прокурора, теперь Министерства индустрии, здравоохранения, министр труда, социальной защиты, депутаты, вот ассамблея здесь приехали для того, чтобы здесь самое главное навести порядок, обеспечить вашу безопасность. Вот с таким областью мы ночью здесь ездили по всем этим 5 населенным пунктам, везде было спокойно. Никаких там нарушений, никаких конфликтов, тем более драки, ничего не было. И вот так и дальше будет. Так что вы не беспокойтесь, мы уже, начиная со вчерашнего дня, обеспечили порядок и дальше будем. Ваша безопасность будет обеспечена. Переживать ничего не надо. Все будет спокойно, как раньше было. Вот так и здесь надо жить, никуда ездить не надо. Дети должны ходить в школу. Самое главное, вы должны жить в мире, в спокойствии, в своих домах. И заниматься дальше своим хозяйством. Самое главное, нам надо обеспечить то, что у вас было до этого. Вы же все вместе общались, вы все родственники, близкие друг к другу люди. Поэтому вот это надо будет дальше продолжать. Как сколько лет жили, 150 лет вместе жили, а здесь видите как. Мы обязательно найдем провокаторов, организаторов. Они, согласно нашему закону, будут отвечать. Мы их накажем, чтобы они знали, чтобы был хорошим уроком для остальных. Поэтому мы вас просим, никаких провокаций идти не надо. Сейчас будет много, которые сюда приезжают, говорят, вот так. Этим верить не надо. Верить надо только власть. Власть для вас власть. Чтобы навести порядок, сделать так, чтобы вы здесь жили нормально. Все дома, которые были разрушены, бизнес-объекты, мы все их восстановим. Окажем этим семьям помощь. У кого ничего не стало, все, что сгорело, мы им поможем. Сейчас вот совместно местной власти, наши специалисты работают, оценим ущерб, сколько был ущерб. И будем выделять деньги для того, чтобы восстановить все эти разрушенные дома, все эти разрушенные объекты. Поэтому еще раз мы к вам обращаемся, скажите всем своим родственникам, близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников. Надо возвращаться надо. Все будет нормально.